Всем привет! Рюдикер Массера. Сегодня у нас небольшая распаковка после Северного рынка. Вы же любите распаковки? Сейчас все покажу и расскажу. Все, что мы купили. Я сама не ездила. Молочку заказала у своей любимой Румисы. У нее все бывает очень вкусное и свежее. И у Иситы, у которой я всегда беру потрошки, тоже заказала. Таксист все привез. Смотрите, какие крылышки красивые, какие шейки свежие. Шейки и спинки. Спинки я не люблю, а шейки я люблю. Жареные, как семечки, вкусные. И какие свежие потрошки. Сегодня их там была разделка, Исита говорила. Я даже себе, наверное, пожарю, как шашлычок без лука, без ничего, с острым перцем хочу пожарить. А крылышки мы всегда чистим, соль, перец, паприка или кто что любит, и замораживаем в разных пакетах. Потом можно жарить в сковородке, можно приготовить в духовке. Главное, чтобы были заготовки. И здесь у нас еще яблочки зеленые, семеринка. Ну, какие-то мелкие, ну, наверное, такие были. Так, что по ценам? Здесь у нас молоко, хорошо, что замороженное, домашнее, по 150 рублей. 3 бутылки сыворотки, Румиса прислала сахар, дал сахар, нохчима тамуарзол, а на русском называется сыворотка. Можно готовить пирожки, блинчики, локмиш, пустышки, лепешки, все что угодно. И можно просто пить, очень полезно для желудочно-кишечного тракта. Этот творог, у нас очень было много замороженного творога соленого, а этот вообще без соли. Посмотрите, такой тяжелый, такой хороший. Это творог для сырников. Один заморожу, один оставлю в холодильнике. И сметана. Очень вкусная у нее бывает сметана. По-моему, сметана по 350 рублей, а творог по 300. Так, крылышки тоже Исита сказала, что по 300 рублей. Очень красивые свежие крылышки. А шейки, наверное, по 60 рублей. Я не спрашивала, честно говоря. Обычно 60-70, вот так она отдает. И потрошки 60 или 70 рублей, точно не знаю. Зелень купили на 300 рублей. Скорее всего, лук по 50 рублей. Здесь укроп и петрушка. Той бабушки там, говорят, нету сейчас, у которой я сама покупала, когда ездила. Ну, Румиса все равно купила где-то рядом. Берия, Румис. Всегда ты мне помогаешь и поддерживаешь. Огурцы по 200 рублей. Я очень хотела те мелкие, помните? Я делала салат из них и просто, как семечки, их можно было грызть. И всего по 100 рублей. Сегодня их не было. Это другой сорт по 200 рублей. Ну, салат делать, огурцы с помидорами. Ой, редиску, по-моему, мне не купили. Ну, ничего страшного, в другой раз. И помидоры были по 200, по 250. Эти, по-моему, по 200. Похожи на домашние. Судя по форме. Не знаю, как камера передает. Но когда вот такие бесформенные, они обычно бывают домашние. А здесь у нас, Исита передала мне куриные головы. Это я буду угощать наших собачек. Вчера щеночки за мной побежали, мне их так жалко было, я им потом сосиски вынесла. Из этих куриных голов некоторые делают супчик, и некоторые делают холодец. Там ножки, что-то еще добавляют. Но мы обычно топором рубили на мелкие части, давали котятам. А сегодня я угощу собачек. Так, и семеринка. Вот такая небольшая. Не знаю, сколько здесь килограммов. По-моему, по 80 рублей. Так, все, что знала, цены я вам назвала. Пакеты все чистые. Все было в нескольких пакетах. Кто не верит, могу показать. Двойные и тройные пакеты я сняла. Сейчас главная задача все протереть, убрать в морозилку
почистить крылышки, почистить шейки, замариновать. И тоже часть в холодильник, часть в морозильник. И все, друзья. Вот такой небольшой ролик у нас получился. Какие цены у вас в городах и селах, пишите. Мне интересно. У нас сейчас вроде бы более-менее цены нормализовались после месяца Рамадана. А то был ажиотаж страшный. Всем хорошего дня, друзья. Бебятки, долгого масира. Пока-пока.